Об итогах работы правоохранительных органов за прошлый год сегодня говорили на пленарном заседании с участием главы Ингушетии. Было отмечено снижение общего числа совершенных преступлений. Ликвидировано 13 активных членов банд подполья. Силами сотрудников без правонарушений проведено более 400 массовых общественных мероприятий. Но вот ситуация на дорогах региона по-прежнему напряженная. Репортаж Фериды Миржоевой. 2016 год для Министерства внутренних дел выдался насыщенным. Было создано Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии, а при республиканском МВД появились Управление миграции по борьбе с оборотом наркотиков. Подводя итоги прошлого года, Юрий Муравьев также отметил снижение в республике числа особо тяжких преступлений. Отмечен рост раскрываемости по похищениям, кражам, совершенным с проникновением в жилище граждан, кражам транспортных средств, разбоям, хищением путем присвоения или растраты, это мошенничество, грабежей, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хулиганство. Кроме того, в 2016 году, следует отметить, было раскрыто 284 преступления прошлых лет. Надо сказать, что они в статистике не учитываются, однако это очень большой массив работы, который проделан сотрудниками органов внутренних дел по защите прав и законных интересов граждан. В целом, в 2016 году правоохранительным органам удалось наладить работу по борьбе с преступностью и укреплению общественного порядка. Террористических актов в республике не зафиксировано. Однако в 2016-м в Ингушетии ликвидировано 13 активных членов банд подполья, 36 задержано и 2 явились с повинной. После отчета исполняющего обязанности министра внутренних дел депутаты задали интересующие их вопросы. По мнению народных избранников, работа участковых инспекторов оставляет желать лучшего. Хотел бы привести пример их беспечной работы. Это 1 января 2017 года произошло резонансное убийство 26-летнего жителя сельского поселения Нестеровское, известного ингушского журналиста и ведущего спортивного комментатора Катырхоева Амиртана. И хотелось бы узнать, кто-либо из участковых понес за это ответственность. Мы проводим по всем ситуациям на бытовой почве, которая совершается преступление, проводится в обязательном плане служебная проверка именно по деятельности участкового на веренном участке. Так же, как если совершается преступление на маршруте патрулирования патрульно-постовой службы, также проводится служебная проверка, это ведомственный приказ. Вот конкретный факт я не могу вам сказать. Беспокойство и нарекания вызывает по-прежнему ситуация на дорогах республики. Несмотря на профилактическую работу сотрудников госавтоинспекции, число дорожно-транспортных происшествий не снижается. Парламентарии поинтересовались у докладчика, какие меры предпринимаются по улучшению этой статистики. Сотрудников отвлекаем от оказания госуслуг, так называемые кабинетные работники, и за счет этого выпускаем их на трассу. Это вот по рейдовым мероприятиям. Таким образом мы увеличиваем количество сотрудников ГИБДД, которые несут службу. У нас есть штат определенный, мы не можем за этот штат никоим образом переступить. Мы, конечно, можем по или решению оперативного штаба на каких-то ключевых постах, или по решению меня, начальника ГИБДД, по просьбе главы, представителей других структур, перенести посты из одного места в другое, но постоянно патрулировать силами, которые у нас проводятся на рейдовых мероприятиях, у нас просто нет возможности. В прошлом году в республике было раскрыто 928 преступлений, что на 16% меньше, чем в 2015-м. Благодаря комплексу организационных мер, проведенных сотрудниками МВД, 470 массовых общественно-политических мероприятий в республике прошли без правонарушений. Раскрытие преступлений. Да, мы с вами слышим, что рост есть, но мы должны понимать с вами то, что исполнительный министр доложил. Большое количество преступлений на то, что у нас общество больше всего волнует. Это тяжкие, особо тяжкие убийства, грабежи и так далее, они на большие проценты снижены. Это тоже и работа органов правопорядка, общественности, всего нашего коллектива. Но мы на этом должны, конечно, успокаиваться. Есть ряд проблем, которые существуют.
Обсудили также дело о похищении жителя Яндри Идриса Кастуева, получившее общественный резонанс. Молодой человек в своем видеообращении попросил главу Ингушетии оказать ему помощь. По словам Идриса, неизвестные лица пытали его, требуя при этом признаться, где находится схрон оружия. Юнусбек Евкуров отметил, правоохранительными органами обрабатываются различные версии случившегося. Виновный понесет наказание согласно действующему закону. Ко мне обратились, да, мы сейчас разбираемся, рабочая группа работает там, и моя, там, с помощью человека, разбираемся. Заявление человека, что у меня наши сотрудники пытали, потом передали чеченским коллегам, оно не соответствует пока что, по крайней мере, действительности. Но другая схема. Как там на самом деле, мы не знаем, сейчас разберутся. Но опять же, есть версии разные, почему человек обращается. Одна из версий тоже, что, наверное, знал, что за ним уже наблюдают, смотрят. Более 4 месяцев уже за ним наблюдение за торговлю оружием. Вот он сейчас арестован. А давайте сейчас говорить о том, что он обратился, его арестовали. Нет, конечно. Потому что он на оперативной разработке находится. Глава региона также подчеркнул, что в работе правоохранителя не должно быть родственных связей. Закон для всех один, и никто не должен избежать должного наказания. Почему не раскрыли преступление ограбления, якобы ограбления банка? Потому что они понимают, что когда его раскроют, привлекут ответственности всех, кто на этих деньгах заработал, кто сидел в этой теме. Поэтому здесь тоже надо не прислушиваться, не слушать всех, кто там в интернете громче всех кричит. Почему? Потому что каждый есть свой интерес. Кому-то деньги дали, кому-то что-то дали, а кому-то реальная душа болит где-то. Не зная там самой сути, он и правда думает, что там специально кто-то там делает такие вещи. А ждать следствия. Почему? Потому что как бы я не хотел, как бы там исполняющий обязанности министр не хотел, никто заранее, пока следствие не завершит, ничего не скажет. Парламентарии, в свою очередь, высоко оценили работу правоохранителей и поблагодарили их за обеспечение общественного порядка. Я хотел бы искренне поблагодарить исполняющего обязанности министра внутренних дел по республике Муравьева Юрия Александровича. И на мои попытки как-то оградить его от ваших, скажем так, в кавычках, нападков, Юрий Александрович сказал, что я отвечаю за ведомство, я офицер полиции. Вам спасибо огромное. А в завершении встречи руководитель Министерства внутренних дел призвал общественные организации и органы местного самоуправления объединить усилия для снижения преступности в республике, обещав со своей стороны укрепить служебную дисциплину и повысить уровень раскрываемости преступлений. Фериде Миржоева, Рахман Суров, Новости 24.